Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня гость нашей передачи Георгий Ачба, президент Союза транспортников и генеральный директор компании «Гаруда Экспресс». Здравствуйте. Мы хотим у вас узнать, как транспортники подготовились к летнему курортно-туристическому сезону. На самом деле мы все знаем о том, что туристический сезон уже практически начался. Сегодня у нас на улице уже почти 20 мая. И то, что мы приготовили, к сожалению, это не так уже много, но какие-то важные, фундаментальные вещи мы сделать успели, как Союз транспортников. Вообще Союз транспортников – это организация, созданная Гаруда Экспресс и в первую очередь торгово-промышленной палатой. Идея данной организации принадлежит Геннадию Леонидовичу Гагулия. Торгово-промышленная палата, я имею в виду, является полноценным учредителем нашего союза транспорта. Георгий, начнем, наверное, с вашей компании «Гаруда Экспресс». У вас всегда какие-то новинки. С чем вы к этому новому летнему курортному сезону подошли? Да, у нас в этом году есть что показать и что сказать на самом деле. Я считаю, что мы сделали революционную вещь в сфере такси для Абхазии. Мы создали приложение клиентское. Такие приложения существуют уже по всему миру и очень пользуются спросом. Мы создали такое же приложение собственное, приложение Гаруда Экспресс. Оно очень сильно облегчает нашим пассажирам возможность заказа такси. Вообще процедуру заказа облегчает. И теперь люди могут, не звоня в офис такси, заказывать со своего смартфона, неважно, это iPhone или это какой-то андроидный телефон, заказывать такси по нашему приложению. Приложение очень комфортное, очень легкое. Его можно скачать, набрав такси Гаруда в App Store, в Google Play и зарегистрировавшись в нем. Как только вы вобьете свой номер телефона, вы получите смс с кодом активации. Активируетесь и все, и можно пользоваться. Еще кроме этого мы сделали так, чтобы это приложение было на нескольких языках. То есть оно не только на русском, там, английском и всем известным, да, языках и часто встречающимся. Но там присутствует самое главное для нашей страны, там присутствует абхазский язык. То есть это, я не знаю, мне кажется, что это единственное приложение обыденной ситуации, то есть которое имеет возможность быть постоянно используемым, где есть наш язык. То есть там есть абхазский язык, и также мы там не забыли о втором большом народе, который живет в Абхазии, об армянах. Там есть армянский язык. То есть эти два языка – это то, что мы добавили в это приложение, того, чего нет, мне кажется, ни у кого. И вообще, приложения вообще больше ни у кого нет, да, клиентского, насколько я знаю, в данный момент. И никакое приложение особо не работает, да. Но это в Абхазии. В Абхазии, да, естественно, я говорю об Абхазии. А наше приложение уже существует, оно на 4 языках, и клиент, знающий любой из этих языков, может спокойно пользоваться на этом языке. Не сложно было прописать абхазский язык? Честно говоря, было очень сложно и очень дорого. Но, тем не менее, мы это сделали, потому что считали, что это обязательное условие для нас. Потому что мы очень хотели, чтобы это получилось. И, знаете, желание, если есть стойкое желание, и обязательно ты знаешь, что ты этого хочешь, то у тебя это обязательно получается. Вот. Теперь, что касается приложения, это приложение имеет огромное количество функций. Даже я бы сказал, что даже для меня оказалось
чем-то новым, какие-то функции, которые даже я не предполагал, что мы сделаем, мы все-таки смогли их сделать. Например, кроме того, что можно заказать такси, просто заказать такси, можно также заказать такси по корпоративному тарифу, по семейному тарифу. То есть, что такое корпоративные или семейные тарифы? Семейный тариф, когда отец семейства создает свой собственный тариф сам у себя в приложении, то есть у него в руках это все, создает этот тариф, и его дети, супруга, все остальные ездят по его тарифу. То есть, когда он оплачивает их поездки, у него какие-то деньги лежат на балансе этого приложения, им не нужно иметь никакой наличности с собой. Например, когда вы отправляете ребенка в школу, вы не хотите ему давать лишний раз деньги, да? Поэтому для того, чтобы этого не происходило, мы создали вот этот тариф. Ну, это как отец может быть и мать. Да, это может быть отец, мать, любой, да, тот, кто готов курировать саму ситуацию в семье. Если мы даем возможность, и также при этом человек может всегда посмотреть, куда ездила его чадо, сколько стоила поездка, заезжал ли он куда-либо. То есть контролировать полностью процесс того, что происходит. Я считаю, что это очень важно для любого родителя. Вот. Теперь, что касается корпоративного тарифа. Да, и он сможет в будущем, там, через месяц, через 3, всегда посмотреть, что происходило, когда он ехал. То есть не только в этот момент, а через какой-то... История поездок. История поездок сохраняется полноценно. Что касается корпоративного клиента. Корпоративный клиент это сотрудник какой-либо организации, которая сама оплачивает за своих сотрудников поездки. У нас часто такое бывает, что, например, какие-то рестораны там своих официантов развозят, какие-то... То же самое Абхазское государственное телевидение является нашим клиентом и заказывает такси. Вы, я думаю, об этом хорошо знаете. То есть это удобно и для бухгалтерии? Это удобно и для бухгалтерии, это отчетность, это качественно, четкая отчетность, все как положено. Вот. И теперь, что касается приложения, да, если мы как частное лицо, или неважно, как корпоративное, как семейное, да, заказываем такси через приложение, мы можем отслеживать, как приезжает к нам транспорт. То есть прям вот его передвижение, где в этот момент эта машина, которая подъезжает к вам. Вы также можете в любой момент одним нажатием кнопки связаться с водителем. То есть вы можете ему позвонить прямо с приложения, напрямую водителю. Вы часто пользуетесь такси Гаруда Экспресс? Да, я часто пользуюсь такси Гаруда Экспресс, и с появлением мобильного приложения я стала пользоваться именно им. Для меня это очень удобно, и нет необходимости набирать и ждать, пока оператор поднимет, допустим, трубку. То есть я могу отслеживать, где на данный момент находится машина, через сколько она приедет, и, допустим, я могу расплачиваться карточкой. Вы можете привязать пластиковую карту банковскую и оплачивать с карты. То есть заказ может быть оплачен с карты. Соответственно, есть возможность там... Вдруг нету сдачи, да, у водителя, еще каких-то... частая проблема. Да, частая проблема, поэтому с карты перевели ту нужную сумму и все, просто нажав оплатить с карты, одной кнопочкой. Вот. Вообще заказ происходит очень быстро, то есть вы делаете всего лишь 2 клика. Первый клик это войти в приложение, а второй клик это выбрать вид транспорта, который вам нужен. То есть вы можете заказать эконом, вы можете заказать стандарт, вы можете заказать 4×4, а также вы можете заказать минивэн.
Ну, 4×4 минивэн, я думаю, объяснять не нужно, что такое. А что такое эконом и стандарт, я вам расскажу. Эконом – это машины российского производства, в которых посадка стоит 80 рублей, то есть они дешевле, чем, на 20% дешевле, чем стандарт. Человек имеет право выбора. Хочет платить дешевле, значит ездит на экономе. Хочет платить дороже, значит ездит на стандарте. Стандарт – это иномарки комфорт-класса. Это могут быть только иномарки, это не может быть никакая другая машина. Вот. Это могут быть только иномарки. Мы заказываем с вами иномарку стандартом, и она приезжает, везет нас. После регистрации у человека есть одна поездка по городу бесплатная. Да, одна или даже две. То есть, если она короткая, 100-рублевая поездка, то тогда у него две этих поездки. На самом деле, мировая практика показала, что заказ такси через приложение очень удобен для клиентов. Да, есть люди, у которых там нету, скажем, смартфона или в силу каких-то там обстоятельств, возраста и так далее, они не будут пользоваться таким образом такси. Но я призываю всю молодежь и всех людей, у кого есть смартфон, а таких, я думаю, сейчас уже очень много, пользоваться такси именно через приложение. Потому что приложение намного удобнее и комфортнее. Нет необходимости никого ждать, не дожидаться, пока оператор поднимет трубку. Наш оператор тоже не просто так не поднимает трубку. Он просто в это время занят. Очень часто бывает, что пассажир не может дозвониться, потому что он становится в очередь на поднятие трубки. И многие люди считают, что если они перезвонят еще раз, скинут и перезвонят, то они быстрее дозвонятся. На самом деле это неправильное, ошибочное мнение. Если... То есть операторы не справляются? Операторы просто могут... Нет, он становится в очередь поднятия звонка. То есть оператор в это время с кем-то разговаривает, и ему надо просто дождаться, пока там закончится разговор. У оператора трубка поднимается автоматически. То есть не так, что вот захотел он поднять или не захотел. Буквально со второго гудка трубка оператора поднимает, сам компьютер поднимает, не человек. Поэтому она не может его не поднять. Но если занято, значит он говорит. Ну да, бывают такие всплески. Вот пошел дождь, и все звонят, вызывают такси. И для того, чтобы вот эти всплески были вообще незаметны для пассажира, да, он может заказывать такси через приложение. Это не имеет отношения к оператору. На заказ такси через приложение уходит 20 секунд в среднем, даже меньше. Поэтому он сам себе заказывает такси через 20 секунд, не общавшись ни с кем. И все, что для этого ему нужно, это смартфон и подключение к интернету. Все. Больше ничего. Поэтому я лично советую делать это через приложение. Компания Garuda очень серьезно подошла к началу туристического сезона. Основная часть населения сегодня широко пользуется интернетом, они довольно-таки активны, и для них, конечно, это будет очень удобно. Уверен, да. Это мировая практика. Вы движетесь со временем, в ногу со временем. Спасибо. И... Стараемся очень. Насколько я знаю, ваша компания самая крупная в Абхазии в сфере такси и одна из первых, самая первая, по-моему. Естественно, что хорошо клиенту, то хорошо вам. Согласен. Вы создаете условия. Вы понимаете, мы создали тариф эконом в тот момент, когда мы поняли, что наступил финансовый кризис. Почему мы его создали? Мы создали для людей, чтобы им было все-таки возможно, чтобы они имели возможность пользоваться такси. Так как все-таки это наша страна, и у нас основная задача, есть же кроме финансовых всяких выгод, да, есть еще миссия компании. И миссия является нормальный, достойный транспорт и возможность добраться, доехать, организовать логистику людей. Для нас это очень важно. Поэтому мы создали этот тариф эконом, поэтому мы сейчас создаем приложение, потому что приложение это тоже убирает звонки в офис. Звонки это тоже определенные расходы пассажира.
То есть мы стараемся экономить деньги пассажира, при этом давать ему лучший сервис, чем раньше. Тихо-тихо двигаться вперед и вперед, по Ну, возможности. конечно, у пассажира в этом сервисе там гораздо широкие возможности. Кстати, насчет сервиса. Я забыл сказать, что скоро в нашем приложении появится возможность вызова эвакуатора. Вот мне кажется, что это будет очень интересно, потому что эвакуатор – это то, что нужно не только пассажиру, но и водителю. И поэтому это приложение будет интересно скачать и нашим водителям, коллегам, друзьям, товарищам и так далее. Потому что, имея возможность заказать эвакуатор через наше приложение, они понимают, что если, не дай бог, конечно, им он понадобится, то они смогут зайти в приложение, заказать эвакуатор. Как вы подготовились в сфере трансфера сейчас к этому сезону? Ну, что касается трансфера, мы практически полноценно готовы, потому что этим мы тоже занимаемся уже много лет. У нас есть уже налаженные отношения с туроператорами, крупными, мелкими и просто туроператорами. Да. У нас с турагентами, с турфирмами. Мы забираем людей из аэропорта и железнодорожного вокзала Адлера в Абхазию, в отели, в пансионаты, в пункты отдыха. Что касается трансфера, там, мне даже особо нечего рассказать, потому что ничего нового там не происходит. Все четко работает. Все четко работает, все нормально, все довольны, жалоб нет. Вы же понимаете, что если россиянина плохо отвезти или там что-то не доделать как положено, то жалоб будет очень много и будут проблемы. И этот оператор, он с тобой завтра работать уже не сможет, потому что это портит имя не только твое, а это портит его имя. Раз уже таких проблем нет, значит все хорошо. У нас автобусы достаточно свежие по возрасту, у нас хороший парк. У нас есть Wi-Fi там в автобусе, например. Каждый турист, приехав в Абхазию, еще не успев купить сим-карту, например, может уже через Wi-Fi интернет прямо в нашем автобусе позвонить к себе домой, сказать, что он долетел, что у него все в порядке. И это очень сильно им нравится. Какие-то такие маленькие фишки мы делаем. Из этого и складывается сервис. Да, из этого и складывается сервис, все верно. Показываем красоты нашей страны в автобусах, рассказываем о том, что у нас тут есть, для того, чтобы людям хотелось ездить и пользоваться, смотреть наши какие-то достопримечательности, и так далее. Делаем все, что можем для того, чтобы сделать это все на высшем уровне. Какие цели и задачи у Союза транспортников? Союз транспортников – это как раз та организация, которая занимается регулированием качества обслуживания и регулированием качества жизни самих транспортников. То есть эта организация создана не только для пассажиров, но также для самих перевозчиков, то есть для самих организаций, для самих водителей, для индивидуумов, для того человека, который обслуживает именно население. И основные, Союз транспортников в нашей сфере, он больше занимается пассажирскими, то есть регулирует вопросы пассажирских перевозок. Союз транспортников, его основные задачи защитить транспортника от каких-то сложностей и проблем и облегчить его жизнь и труд. Какие мы для этого делаем шаги? Вот сейчас мы очень плотно ведем переговоры по поводу, вы знаете, наверное, слышали, что в нашей стране транспортники, скажем, тот же таксист, тот же водитель микроавтобуса, он не знает, где оформить свою трудовую книгу, потому что в такси собственник такси говорит, что ты у меня зарплату не получаешь, значит мне вычитывать не из чего. Ты платишь мне процент и не получаешь никакую зарплату. Соответственно, мне вычитывать не из чего, и я вынужден
я не могу учесть тебя, не могу поставить тебя на учет и платить за тебя налоги дополнительные, потому что ну, нет минимального там или вообще какого-либо оклада, с которого нужно заплатить налог. Вот. При этом этот человек платит налог в налоговой, у него вмененный налог, и этот вмененный налог, он тоже является, ну, это же налогообложение. То есть он хочет иметь трудовую книгу, он сегодня молодой, сильный, да, Ну а завтра да, придет завтра. его пенсионный возраст. И что тогда? И человек, который порядочно и честно платил налоги, ничего не может ждать взамен. Вот это первый вопрос и самый насущный вопрос, который сейчас у нас существует и который я в первую очередь ставлю. Так как не решив этот вопрос, мы не сможем решить никакие другие. Да и как бы надо начинать с чего-то, да и потом идти дальше. Вот. И мы сейчас ведем какие-то переговоры, какие-то общения с нашим руководством страны о том, чтобы разъяснили нам, как правильно это все организовать. А если есть какие-то недочеты в данном процессе, да, то нужно обязательно как-то корректировать законодательство, что-то делать для того, чтобы каждый трудящийся, каждый транспортник тоже имел возможность на какую-то нужен пенсию, трудовой стаж. Да, на свою социальную защищенность в будущем. Ну и таких вопросов, наверное, масса. И таких вопросов, конечно, масса. Вот. Ну вот тихо-тихо как-то пытаемся их решить, пытаемся что-то из этого сделать. Возвращаясь к компании Garuda Express, учитывая вот и это приложение новое, готовы к тому, чтобы справиться с этим количеством заказов? Я вас услышал. И вообще, какой вы ожидаете сезон летний? Какие вот, может быть, прогнозы какие-то у вас есть? Вы знаете, вдохновляюще вы говорите о том, что посыпятся заказы и так далее. Я не думаю, что эта тема может так вот резко развиться, хотя, честно говоря, шансы у нее очень большие. Но мы практически можем выполнить любой пассажиропоток. Наша организация к этому готова. Мы уже более 13 лет этим вопросом занимаемся. Поэтому я не думаю, что есть что-то, есть возможность какого-то пассажиропотока, с которым мы не справимся. Все решаемо, все возможно. Мы будем счастливы, если наша молодежь и наши вообще жители начнут этим плотно пользоваться, и мы сможем иметь такое количество заказов. И теперь, что касается самого летнего сезона республики. У меня есть возможность общения с руководителями крупных туроператорских компаний, и есть четкие прогнозы, которые сбываются из года в год. Мы знаем, что у нас был очень серьезный, крутой, богатый сезон 2016 года. Такого сезона не было никогда в послевоенный период. Теперь, что касается сезона 2017 года, он был, конечно, намного ниже, чем 2016. И этому были ряд факторов, да, всем известных. Теперь, и все это время эти туроператоры давали мне прогнозы, которые сбывались. Вот, я думаю, что их аналитика и сейчас не ошиблась. Они прогнозируют нам в этом году такой же сезон, как в 2017, или немножечко ниже. Да, звучит очень нехорошо, но он может быть слабее. Ну, то есть, как в прошлом году, да? Как в прошлом году, но, а то и на там 10-15% слабее. Но не надо отчаиваться, надо стараться обслуживать хорошо, красиво, приятно. И таким образом люди, увидев, что мы здесь доброжелательно их встречаем, в каждом нашем поведении, в каждом нашем отношении должна быть доброжелательность. Когда они увидят доброжелательность и улыбку в голосе и в общении, Да, это главное. они вернутся сюда, обязательно вернутся и будут приезжать и отдыхать здесь. У нас есть огромное количество плюсов. Наша страна уникальна, неповторима в многих вещах. Поэтому я думаю, что у нас есть огромные перспективы, у нас все будет хорошо. Ну, на этом мы закруглим нашу беседу, хотя еще о многом, наверное, хотелось бы поговорить. Спасибо вам. Спасибо вам огромное.